На, держи почту. Спасибо. Откройте баночку сока. Только похолоднее. Холоднее не бывает, Эльбрус рядом. Прямо через стенки охлаждает. Вот, держи. А может, и ребятам захватишь по баночке. Возьми и порадуй людей. Давайте. Кто это? Где? А вот. Это моя племянница. Погостить ко мне приехала. Как время бежит. Помню в детстве, как что-нибудь натворит, сразу ко мне. А теперь выросла как. Знаешь, она мне сюрприз приготовила. Сюрприз? Какой? Сам не знаю. Говорит, несколько дней подождать надо. Что это может быть, а? Трудно догадаться. А? Она все-таки женщина. Ну, пойдем. Так и быть, я тебя с ней познакомлю. Конь хорош, племянница. Но ты обрати внимание и на Джигита. Через его руки прошла не одна сотня таких скакунов. Сатаней. Заур. Сатаней — мать нартов. Мне бабушка пела песни о Сатаней. Я рада, что ношу такое имя. И не зря носишь, умница моя. Ну все, хватит хозяйством заниматься. Ты, кажется, хотела прогуляться к источникам. Да. Заур, не в службу, а в дружбу. Седлай моего Нартана, самое время ему размяться. Угу. Я быстро. Дядя, ты думаешь, я бы одна заблудилась? Конечно, нет. Но ты давно не была у меня. Да и конь застоялся. Пусть Заур тебя проводит. Мне будет спокойнее. Договорились? Угу. Сатаней, не торопись! Заедем на минутку к чабанам. Оставим это. Здесь недалеко. А ты неплохо держишься в седле. Училась где? Хоть сейчас на скачке. Училась. Сначала у дяди, а потом в конно-спортивной школе. А, тогда все ясно. Я быстро. Салам алейкум, Хабиш. Алейкум салам, Заур. Заходи, гостем будешь. Спасибо, мы торопимся. Ну, хоть свежий айран попробуйте. Что за спешка? Вот, сыр коптится. Хотим проехать к источникам. А это можно оставить? Конечно. Еще не готово пока. К сожалению. Вечером я за ними заеду. Договорились? Завтра будет готово! Теперь догоняй меня! Эй! Эй! Я теперь редко выступаю на соревнованиях. Только когда заставляют. Почему? Времени не хватает. Нет. Просто мне не нравятся ипподромные дорожки. Пыль, шум. Другое дело здесь. Скачи куда хочешь и сколько хочешь. Да и лошади здесь совсем другие. Какие же? Не знаю. Ну, умные, свободные. Я им даже развлечение придумал. Вперед. Опа.
Эй. Молодец. Молодец. Хорошо. Реверанс, реверанс. Опа, молодец, хорошо. Ну как? Понравилось? Ты знаешь, я почти тебя не видела. Да? А что же ты видела? Вернее, я видела все одновременно. Горы, облака, ветер, траву, тебя и даже себя. Мы словно все вместе вступили из жизни в какую-то картину. Или другую жизнь, понимаешь? Не совсем. А потом пролетел самолет и все вернул на свои места. Понимаешь? Теперь, кажется, понял. Но! Эй! А, это ты, Залим? Что случилось? Может, Хабиш заболел? Салам алейкум. Салам. Хабиш здоров. Привет вам шлет. Вот привез вам сыр попробовать. Новый рецепт. Да? И ты из-за этого в такую рань примчался? Понимаете, вчера ваша племянница заезжала и не смогла попробовать. Не готово еще было. Что ты говоришь? Так и не попробовала. Так это ты ей сыр привез? Да, в общем. Вот, возьмите. Нет, твой сыр ты угощай. Сатаней! Где ты, Сатаней? Выйди к нам на минутку. Не надо. Зачем беспокоить? Я тороплюсь. Эй, Мне некогда. подожди, она сейчас выйдет. Ну. Эй, Джиги, ну куда же ты? Ну, Доброе утро, дядя. Это Залим тебе привез, а сам удрал, чудак. Эй, Залим! Залим, стой! Стой, куда ты? Что случилось, дядя? Фу, совсем забыл. Заморочил мне голову своим сыром. Надо было ему почту передать. Газеты, журналы, книги тут чебанам привезли. Хабиш не любит старые газеты. Ты не расстраивайся. Я же поеду кататься и завезу. И твой друг Хабиш будет читать свежие газеты. Заворачивай табун справа! Эй! Эй! Справа, справа давай!
Выходи. Держи, Заур. Седло давай. Вот так. Подтягивай. Здравствуй, Заур. Привет. Молодец, что приехала. Видишь, что тут делается? Горячие денечки настали. Я только на минутку, мимоходом. Услышала крики, топот. Вот и завернула. Мне к чебанам надо. К Хабижу с Залимом? Зачем? Как? Почту? Книги надо завести. Дядя попросил. Ну, может, посмотришь, куда торопиться. Ну тогда, если сегодня управимся, завтра я сам заскочу, хорошо? Все готово, Заур. Садись. Сейчас. Стоять. Отпускай. Осторожно. Стоять. Хорошо, стоять. Пошел. Дело в том, что такой сыр заводским способом еще не выпускают. Пока экспериментируем здесь, у Хабижа. Нам с дядей сыр понравился. Действительно вкусный. Спасибо, что привез. Правда, очень понравился. Этот сыр необычный. Можно сказать, что на каждом пастбище свой особенный вкус. Как это? Ну, овечье молоко на этих пастбищах уникальное. Поэтому у него особый привкус. Сыр с этикеткой от Хабижа. А что? Я теперь считаю, что наш копченый сыр заслуживает более серьезного внимания к себе. Я даже пишу диплом на эту тему. Просит статью написать в журнал. Вот как? Это большая работа. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Завтра я еду на завод. Там опробуют одну партию по моей технологии. Если хочешь, поедем со мной. Сама посмотришь. Вряд ли я выберусь. Спасибо, Залим. Как-нибудь в другой раз. До свидания. Я провожу тебя. Не надо. Я сама доберусь. Тут рукой подать. До свидания. А впрочем, я забыла, мне тоже надо в район. Заезжай за мной, ладно? До свидания. Салам алейкум. Валейкум салам, Заур. Да, Заур, не напасешься на тебя. Больше нету. Бедные кони. Уморишь ты их своей музыкой. Наоборот, это им все больше нравится. А как же? Животные тоже больше стали понимать. Угу. А может, открыть тебе баночку? Ну что ж, только похолоднее. Мгм. Интересно, а какая музыка им больше нравится? Могу дать послушать. Ну, Well, bebop,
Держи. Спасибо. Ну? На каком языке поет? На английском? А, англичане знают толк в лошадях. Мгм. А о чем поет? О любви. О любви. Значит, несчастный человек поет. А откуда ты знаешь? А все понятно. Вот, слышишь? Что? Слышишь? У него была девушка. Он собирался на ней жениться. Все было готово к свадьбе, но она ушла с другим. Вот так. Дядюшка, а как насчет сюрприза? Ну, который с Этеней. А, ничего не получается. Упрямая вся в мою сестру. Сказала подождать, значит все. Подожди. Подождать. А почему ты говоришь шепотом? Ведь Сатаны нет дома. Нет? Нет. С утра она поехала в район с этим с Залимом. Как? С Залимом? С Залимом. Между прочим, из этого парня толк выйдет. Он мне нравится. Куда ты? Магнитофон забери. Значит, с Залимом. С Залимом. Учился сначала на очном в пищевом. Начал собирать старинные рецепты. Хотел книгу выпускать о народной кухне. Ездил по селам, собирал. Потом с этим сыром связался. Пришлось перейти на заочный. Времени не хватает. Ерунда, наверное, все это. Эти рецепты никакая не ерунда. Историки тебе только спасибо скажут. Вот-вот. Моя сестренка Кученей тоже так говорит. У вас на историческом учится. Кученей, говоришь? Вот совпадение. У нее и имя историческое. Имя? Дочка бординского князя Тимир-Гуни Кученей была женой Ивана Грозного. Ну, это у нас все знают. Ой, это Заур. Совсем забыла. Я обещала поехать с ним к жеребятам. Надо извиниться. Здравствуй, Заур. Здравствуйте. Я хочу извиниться. Ну что вы, какие могут быть извинения? Я все понимаю. Правда же, ребята ждут, надеются. Как я им смогу объяснить, что их променяли на сыр, пусть даже самый дефицитный? Но ведь у меня еще есть время исправиться. Залим, ты не хочешь поехать с нами? Нет, мне пора. Он прав. Овечек надо доить в одно и то же время. Ты его обидел, Заур? А что, он юмора не понимает? Смотри, Заур, как она смотрит.
прямо жутко становится. Они умницы, все понимают, только говорить не могут. Но я бы мог прочитать их мысли. Вот здорово. Что же, по-твоему, она хочет нам сказать? Она хочет сказать, что девушка, которая приехала с Зауром, очень красивая. Но ее же ребенок все-таки лучше. Боль и горе не причина, чтобы слезы лил мужчина. Ты сам виноват. Почему ты дал этому ковбою в шляпе увести ее из-под носа? Пригласил бы в гости. Ну, познакомил бы ее со мною. Да, между прочим, Хабиш старый знакомый ее дяди. Ну и что? Приедет и будет смотреть, как я овечек даю. Стать первым у тебя надежды мало, коль ты последний с самого начала. В жизни чего не бывает. Вот смотри, что о Генри пишет. Да какой еще у Генри? Очень интересная история. Подожди. Салам алейкум. Валейкум салам, дорогой. Заходи, гостем будешь. Спасибо, спасибо. Я только на минутку. Дай, думаю, проведаю знатного сыродела. Что-то его давно не видно. Уж не заболел ли? Вот именно. Причем такой болезнью, которую ни один доктор в мире не вылечит. Я догадываюсь, что это за болезнь. И могу посоветовать только одно. Не показываться около дома дядюшки Цацы. И все как рукой снимет. Отдавая должное твоей проницательности, хочу сказать, что ты угадал только наполовину. Болезнь Залима действительно связана с этим домом. А в чем же я не прав? Причина болезни не племянница Цацы, А что же? а лакумы по-чегемски. Залим готовит книгу старинных рецептов. Совсем голову потерял. Так вот, у сатаней в роду уже много лет хранят один рецепт. Кто не ел этих лакумов, тот ничего не ел. Как Залим не старался, ничего не получается. А книга без этих лакумов не книга. Помоги Залиму. Сатаней прекрасная девушка. Но тайна рода есть тайна рода. Если она ее и откроет, то только самому близкому человеку. Если бы ты не пришел ко мне сегодня, то завтра бы я пришел к тебе сам.
Пожалуйста, дядя Хабиш. Спасибо, спасибо. Когда узнал, что она твоя племянница, глазам своим не поверил. Вот такой ее последний раз видел. А теперь смотри, невеста. Письмо вчера от сестры получил. Сваты приходили. Хорошие люди. Да и жених ничего. Кандидат. А она ни в какую. Убеждали ее, уговаривали, а Сатаней взяла и ко мне приехала. Молодец, правильно. С пережитками бороться надо. Спасибо. Чай горячий. Спасибо. Это, наверное, Заур. Пойду посмотрю. Заур? Тот самый? Табунщик? Да, а что? Ничего. Так, старая история. Ничего страшного, уверяю тебя. Даже смешно немного. Тем более расскажи. Года 2 тому назад он упал с коня. Ничего, удачно упал. Только немного ушибся. Но с тех пор, когда нервничает, почему-то про лакумы спрашивает. Про лакумы? Ты слышишь, Сатаней? Да, я сейчас. Дядя занят. Я могу его заменить. Да не надо. Я просто так приехал проститься. На соревнования посылают. На 3 дня всего. Хочешь, я тебе магнитофон оставлю? Давай. Возьми. Спасибо. Вот еще кассета. Тут все, что хочешь, есть. Вот как? Может, ты откроешь баночку сока? Только похолоднее. Холоднее не бывает. Эльбрус рядом. Через стеночки охлаждает. Так открыть? Открывай. Спасибо. Красота. Не хватает только дюжины поджаристых румяненьких лакумчиков. А? Я понимаю, старинный рецепт, тайна рода, но сейчас он мне очень нужен, Сатаней. Для меня это важно. Понимаешь? Дядя, Заур просит у меня рецепт лакумов. Что? Лакумов? Не волнуйтесь, ради Аллаха, ничего страшного. Лучше перевести разговор на другую тему, и он сразу успокоится. Главное — отвлечь его. Хорошо. Иди, Сатаней, успокой его, я сейчас приду. Спасибо тебе, Хабиш. Ничего страшного, до свидания. Лакумчики по-чегемски. И больше никаких сыроделов здесь не будет. Для моего же спокойствия. Ой, Заур, А? представляешь, у нас в стройотряде был один парень. Так он выпивал целое ведро парного молока. Ох, и храните же вы тайну. Ну, хорошо, мне ты можешь ничего не говорить. Только кивай. Мука? Угу. Яйца? 2. 3. Сколько же? 10? Послушай, Заур, Салам алейкум, Заур. Все в порядке? Конечно, спасибо. Эх, парень, скинуть бы мне годков 20. Сейчас. Я вам помогу. Держи. Опа. 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 Веселей. Опа. Несчастный. Как он мучается. Нет, я достану тебе рецепт, чего бы мне это ни стоило.
3 дня. 3 дня еще помучается, только 3 дня. О чем? Достану я ему, Успокойся, все Заур, достану. успокойся. Ну что? Что с ним? Ну ладно, мне пора. До встречи через 3 дня. Пока. Бедный парень. О спорте. Сегодня в нашей программе репортаж с республиканского ипподрома о скачках на большой приз сезона. Скачки будут. Эй, Рассказ о Залим, спартакиаде. иди сюда. Сейчас Затем скачки предлагаем покажу. любителям футбола второй тайм матча «Спартак-Нальчик», Кубань-Краснодар. На республиканском ипподроме закончились соревнования на большой приз сезона. Лучших скакунов представили конные хозяйства Кабардино-Балкарии. Во всех заездах протекала упорная борьба. В финале первым оказался представитель Малкинского конезавода Заур Хакулов на коне Чегет. Заслуженный тренер СССР Мухарби Кунижев вручил победителю большой кубок. Это убедительная победа молодого спортсмена. Широко развернулась в коллективах подготовка к сельской спартакиаде. Я еще почту принесу. Хорошо. Послушай, Цаца, А? что-то сатаны не видно. Уехала, что ли? Да нет, здесь она. Сегодня встала рано утром, приоделась и говорит мне: ну, дядя, я еду за сюрпризом. И поцеловала меня. А что, дело Да есть? я просто так спросил. Хорошая у тебя племянница, что и говорить. Самостоятельная. Эй, Залим, ты что стоишь как жених? Тащи самовар. Сейчас сами все организуем. Правда, Хабиш? Конечно. Когда Хабиш от чая отказывался? Салам алейкум. Здравствуй. Салам, салам, Заур. У меня для вас есть новости. Рада тебя видеть. Поздравляем с победой. Смотрели тебя по телевизору. Спасибо. Но я, кажется, не вовремя. Что ты, наоборот. У меня сегодня небольшое торжество. Вот только сатаны дождемся. Салам, Хабиш. А что за новости? У Садись. меня для вас, спасибо, сюрприз. Опять сюрприз. Вернее, для Залима. О чем ты? Я не понимаю. Я достал, наконец, рецепт лакомов. Как их делают в Чегеме. Сколько яиц, сколько муки. Все как положено. Вставь их в свою книгу и спи ради Аллаха спокойно. Какая мука? Какие яйца? Что ты мне голову морочишь? Для приготовления лакумов необходимо взять бутылку кефира, 1-2 яйца, соду, соль, воду, сахар по вкусу. Тесто месить круто, а жарить на кукурузном или подсолнечном масле. Особенно хороши лакумы с буйволинной сметаной или калмыцким чаем, сваренным на альпийском молоке. Правда, Хабиш? И все-таки, чтобы приготовить лакумы, нужно знать секрет. Да никакого секрета нет. Правда, Цаца? Вот странно, что Залим не знал этого. А мне не надо об этом рассказывать. Я этот рецепт давно знаю. Так я же и говорил вам, что это не новость. Нужно знать секрет. Но это уже ваше дело. Я ведь только выполнил вашу просьбу. Знакомьтесь, это Руслан. Мой жених. Я его давно ждала. Вот это сюрприз. Айда сатаны. Ну, здравствуй, солдат. Очень Салам приятно. Я все понял.
Ну, Хабиш, я же во всем Чегеме ни одного дома не пропустил, все про лакумы спрашивал. А ты, оказывается, для Залима старался. Каков был сваренный комар, таков и от него навар. Залим, постой, куда же ты? Да пойду я, некогда мне. Заур, ну-ка, где там твой рецепт? Давай-ка его сюда. Сейчас Сатаней сделает для нас лакумы. Вот это правильно.